Что такое любовь? Здесь мне хотелось бы ответить тамильскими мудростями Тирукуралом, двумя высказываниями. Как пагубно жгучее солнце для твари бескостной, добро для отвергших любовь смертоносна. В ком нету любви, тот живет для себя одного, а полной любовью для мира всего. В этих мудростях я вижу очень главную и основную полезную мысль, что любовь, она во всем, ко всему миру, ко всем людям. Она не может заключаться только в любви, в чувстве к какому-то одному человеку или событию, или предмету. Она должна излучаться ко всему миру. И тогда это чувство действительно будет переполнять человека, и он будет действовать из побуждения, прежде всего, вот этого великого чувства любви. Что для вас такое любовь? И верите ли вы в любовь с первого взгляда? Ну, я допускаю, конечно, существование, да, любви с первого взгляда. Но любовь, наверное, это в первую очередь, да, любовь это когда между двумя людьми там полное взаимопонимание, когда вы понимаете друг друга с полуслова, там, чувствуете друг друга, даже когда там что-то чуть-чуть, не знаю, у твоего партнера заболело, ты уже как-то тоже неспокоен и так далее. То есть такие моменты. Вот это, я думаю, да, любовь, действительно, когда полная именно взаимосвязь между людьми. Как по мне, любовь – это безумие. Не бывает такого два абсолютно здоровых психических человека в близких отношениях, поэтому я считаю, что любовь – это безумие, чистое безумие. Сегодня мы задаем вопросы нашим гостям в штабе касаемо любви. Верите вы в любовь с первого взгляда? Ну да, она бывает, хотя думаю, что редко, потому что у меня пока не было. Но думаю, что да, бывает. По воле Всевышнего все бывает. Да, думаю, что да, когда это случится, точно это будет очень, как сказать, как чудо. Так, надеюсь, так, ощущение такое будет. Вот у нас, у татар, работает такой принцип, что если ты татарин, ты должен жениться только на татарке. Вот как считаешь, это правильно? Или можно просто мусульманку? И как эта тема касается тебя? Для тебя это важно? Ну, я точно ничего не могу сказать в этом поводу, потому что, ну, не знаю, в одной стороне можно сказать, что, конечно, потому что культура одинаковая, тогда это будет проще там жить друг с другом, а когда ты будешь жениться, ну, скажем так, с кем-то другим, тогда надо как-то привыкаться уже, ну, заново или как. Но тогда я думаю, что в этом сфере, да, можно сказать, что это легче, что культура одинаковая, вы уже знаете, ну, как, даже если раньше ты не знал ее или она не знала тебя, у вас есть что-то общее уже, кроме ислама и тоже культура, тогда можно в этом взгляде, ну, смотреть, сказать, что да, наверное, тогда проще сходить друг к другу. А вот все-таки любовью, а вот мы как татары и как наши предки говорят, что надо жениться или выходить замуж только за татарок или татар. Что делать? Вот, это все-таки нужно придерживаться этому, или можно или просто на мусульманке, или даже на русских? Вот, есть ли разница? Я считаю, что нужно придерживаться, это сохранить нашу нацию. Эта ответственность лежит на плечах каждого из нас, на плечах молодежи. И нужно стремиться создавать семьи в своей культуре, своей национальности. Это очень важно. А для чего же все-таки нужно иметь противоположный пол касаемо своего исповедания или традиций? Ну, обязанность вообще каждого из нас, там, чтобы наша умма росла, чтобы мы растили детей в исламе, в религии, как бы, да, с малых лет. Вообще это каждого здорового человека, мусульманина, обязанность жениться и продолжить род. То есть это религиозный момент. Да. Для тебя важно, чтобы противоположный пол, жена, была мусульманкой, или ты готов жениться даже на русской? Ну, думаю, что это важно, потому что, это важно, потому что, как мы знаем, что в исламе есть много чего, которое он нам учит, типа, как развить детей, тоже себя, и как ты
ты должен себя вести в мире. Да. И все эти уроки, которые ислам нам дает, это очень хорошо по поводу детей. Потому что кем ты станешь, зависит от куда ты, типа Ну да, твои действия. А все-таки Как ты- для тебя важно, мусульманка или русская? Или ты даже готов, если сильно влюбишься, жениться на русской? Но опять же, готова ли будет она принять ислам? Если нет, то какой будет брак по итогу? Ну, на самом деле, если, допустим, что она христианка или еврей, это возможно. Там написано в религии, то возможно. Тогда только зависит от тебя. Если она готова, ну, взять ислам, тогда это очень здорово, на самом деле. И, наверное, это будет какой-то там, Савап, не знаю. дополнительная польза для тебя. Да, что да, ты- именно. И потому что через тебя, через любви, она тоже и нашла ислама, тогда это очень хорошо, на самом деле. Безусловно, для нас вероисповедание это важнейшая вещь. То есть самое первое, что должно быть, конечно же, любовь возможна только после брака, то есть никях обязательно. И после этого, по милости Аллаха, придет любовь в вашу пару 100%.